У меня сегодня на судебном заседании прокуратура стала адвокатом гражданки Шенкау практически. Прокуратура, которая обвиняет Шенкау в том, что она совершила преступление. Вот реально прокурор был сегодня адвокатом. Я говорю о том, что я заявила ходатайство, вот о том, что она нарушила свои обязательства, обвиняемой являться по вызовам суда 20 мая, 1 июня, 12 июня. Она не пришла в суд и даже не посчитала суд уведомить об этом. И прокурор встает и говорит, ну, 20 мая и 1 июня у меня не получалось прийти, как бы я вот говорила о том, что не приду. Я говорю, уважаемый прокурор, а вы уведомляли Шенкау, что процесс не пойдет? Нет, не уведомлял. У Шенкау спрашиваю, вы знали, что суд 20 мая и 1 июня не пойдет? Нет, не знала, вот сейчас узнала. То есть я говорю, это свидетельствует о том, что она нахально, нагло 20 мая игнорирует, 1 июня, 12 июня игнорирует вызовы в суд и не приходит. Представила справки, что ребенок болел, что она болела, что вот она не могла являться в суд и вот занята так была. Вот 12 я говорю, июня вместо процесса она сидела у низ Фаршба в офисе, не вылазила там полдня. Вот это ей не мешало. Я говорю, а суд уведомить даже телефонным звонком, это ей мешало. Вы понимаете, когда прокуратура вот так лояльно относится, и прокурор на вопрос суда, как вы считаете, нужно удовлетворять ходатайство адвоката? Ну, считаю, наверное, пока оснований нет. Вы в смысле, как понять оснований нет? Человек, находясь под подпиской о невыезде, 7 раз нарушила указанную меру пресечения. Суд ее тогда пожалел и сказал, ну, другие следственные действия не сорвались, поэтому как бы нет оснований ей изменять меру пресечения. Сейчас 3 судебных заседания не пошло по вине Шенкау. Пошел бы процесс, не пошел, пришел бы прокурор, не пришел, это другая история. Здесь говорится о том, что обвиняемая нагло не приходит, не уведомляет, не зная о том, что суд пойдет, не пойдет, ее обязанность являться в суды. А если объективная причина имеет место быть, тогда обвиняемая, ну, как минимум, должна была уведомить. Она нагло нарушает закон. И вот это Нисфен там постик о том, что вот наплевательски одна гражданка относится к законодательству Республики Абхазии, домашний арест нарушает, там в посольство ходит. Вот кто нарушает, ваша подружка Шенкау. Я говорю, ну когда прокуратура выступает, вот реально выступает прокуратура адвокатом, где говорит, что ну нет оснований избрать домашний арест. Это такой сюр. А потом генеральный прокурор говорит о том, что вот надо усилить контроль. Ну, усиливайте контроль за своими подчиненными.